Marş olması. О древности этнонима Нахче. Хасан Бакаев. Аннотация. В представленной работе приводится исторический и лингвистический анализ древних географических названий Нахчматянг и Нахчуан с целью выявить в этих названиях этническую основу Нахче. Кроме того, посредством историко-лингвистического анализа сделана попытка обосновать глубокую древность самоназвания чеченцев Нахче и, соответственно, той этнической общности, которая носила это имя. В армянской географии VII века Ашхара Цуйце в перечне народов азиатской Сарматии упоминается народ Нахчматьяны. Переводчик на русский язык и издатель текста географии Подканов первым обратил внимание на то, что в этом имени присутствует самоназвание чеченцев Нахче. Он писал: имена Сармат, Саврамат, Яксамат, Хечматак, слог мат имел, вероятно, какое-нибудь значение. Земли, страны. То же самое встречается у автора в имени народа Нахчматьянг. Окончание янг у армян этническое. Остается имя Нахча. В таком виде мы встречаем это имя у чеченцев, которые и до сих пор называют себя Нахче, то есть народ. С тех пор мнение Подканова закрепилось в науке и присутствующее в обозначении Нахчематьяны или Нахче считается наиболее ранним письменно зафиксированным упоминанием самоназвания чеченцев Нахче. В наше время самоназвание чеченцев звучит как Нохчи, множественное число, или Нохчи, единственное число. Однако эта форма написания стала утверждаться лишь в первой трети 20-го столетия, когда унифицировался чеченский литературный язык, а до этого в описаниях чеченцев безраздельно господствовала форма Нахче. Показательно, что в одной и той же работе специалиста по кавказским языкам профессора Яковлева, изданной в 1929 году, обнаруживается как старая форма написания этого названия Нахче, так и новая Нохче. Историк Арсенукаев отмечает: сегодня форма Нахчуа сохранилась только в диалектах чеченского языка, в западно-войнахских диалектах Нахчие. Однако в известных письменных источниках вплоть до 20-го столетия приводится только эта форма самоназвания чеченцев, что и заставляет нас считать ее древней и изначальной. Анализируя самоназвание чеченцев, отмеченное в Ашхарацуйце, абхазский ученый Гумба обратил внимание на то, что наряду с формой Нахчематьянг в некоторых списках этого исторического источника присутствует и несколько иная форма написания этого названия – Нахаматьянг, и высказал предположение, что это и есть аутентичное его написание. Исходя из этого, Гумба предполагает, что в Ашхара-Цуйце нашло отражение первоначальное, древнейшее общее самоназвание чеченцев, ингушей и бацбийцев – Нах – люди, народ. И термин Нахаматьянг следует переводить не как страна Нохчоев или те, которые говорят на чеченском языке, а как страна Нахов или те, которые говорят на нахском языке. Прежде всего отметим, что термин «нах», который обобщенно называют родственно друг другу чеченцев, ингушей и бацбийцев, Цова-Туши, или термин «войнах», которым обозначаются чеченцы и ингуши, отнюдь не являются древнейшими, как полагает Гумба, и совершенно неизвестны в исторических источниках в качестве этнонимов в обширной кавказоведческой литературе XIX века, военной и этнографической, в которой многое подробно описывается как совместно чеченцы и ингуши, так и их отдельные субэтнические подразделения ни разу не зафиксированы
этнонимы в форме «нах» или «войнах», не в виде обобщающего названия, не в виде отдельного этнонима или субэтнонима. Нет указанных названий также в чеченском и ингушском фольклоре, в том числе и в древнейших его образцах. Значит ли это, что в описываемую эпоху у чеченцев и ингушей не было единого для них самоназвания? Это не так, потому что в кавказоведческой литературе XIX века многократно и повсеместно встречается этноним «нахчи», «нахчу», «нахчуа», как общее название чеченцев и ингушей. К примеру, видный ученый-кавказовед и военный историк Берже еще в 1859 году, перечислив целый ряд чеченских и ингушских обществ, назрановцев, карабулакцев, галашцев, джераховцев, кистов, галгаевцев, царинцев, акинцев, пешхва, ичкерийцев, качкалыковцев, мачиковцев, ауховцев, чеченцев теркских, чеченцев сунжинских и чеченцев барагунских, отмечал: вот исчисление всех племен, на которые принято делить чеченцев. В строгом же смысле деления это не имеет основания. Самим чеченцам оно совершенно неизвестно. Они сами себя называют нахчи, то есть народ. И это относится до всего народа, говорящего на чеченском языке и его наречиях. Упомянутые же названия им были даны или от аулов, как Цори, Галгай, Шатой и другие, или от рек и гор, как Мичиковцы или Качкалыки и Качкалыки. Весьма вероятно, что рано или поздно все или большая часть приведенных нами имен исчезнут, и чеченцы удержат за собой одно общее наименование. Вслед за Берже о том же свидетельствует участник Кавказской войны и мемуарист генерал-полковник Романовский, который в 1860 году писал, что нахчи – это общее самоназвание всех племен и обществ, занимавших пространство от Осетии на западе и до Андийского хребта на востоке. То есть не только чеченцы, но и ингуши называли себя этническим именем нахчи. Российский военный историк XIX века Дубровин, поименно перечислив все ингушские и чеченские общества, кистов, галгаевцев, назрановцев или ингушей, карабулакцев, галашцев, джерафов, царинцев, ако или акинцев, мердженцев, шехоев или шапоти, шабузов, шатой или киалаков, джанбутриев, чеберловцев или татбутриев и брагунских чеченцев, констатирует, что все они называют себя нахчи. Этим ученым вторит другой военный историк кавказовед XIX века Потто. Чеченцев обыкновенно делят на множество групп или обществ, давая им имя от рек и гор, на которых они обитали, или от значительных аулов, обнаруживающих влияние на другие. Таковы алдинцы, атагинцы, назрановцы, карабулаки, джерахи, галаевцы, мичиковцы, качкалыковцы, ичкеринцы, ауховцы и прочие, и прочие. На это разделение чеченского народа на множество отдельных родов сделано. Однако же русским и в строгом смысле имеет значение только для них же. Местным жителям оно совершенно неизвестно. Чеченцы сами себя называют нахчи, то есть народ, и название это относится одинаково ко всем племенам и поколениям, говорящим на чеченском языке и его наречиях. Прославленный российский специалист по кавказским языкам и этнограф Услар, составивший кириллическую азбуку чеченского языка, также отмечает, что название нахчи, нахчуа, является общим для чеченцев и ингушей. Он писал: предлагаемая азбука составлена для языка народа, который сам себя назвал нахчуай или нахчи. В единственном числе нахчуа
А у нас называемо чеченцами или кистинцами, последнее название грузинское, язык нахчой дробится на множество наречий, которые возникли частью по уединенному положению некоторых обществ, частью под влиянием языков соседних народов, осетин и в особенности кумыков. Далее Услар констатировал, что язык нахчой демонстрирует замечательное характерное единство за исключением диалекта джераховцев, которые говорят весьма измененным наречием. Русский историк, этнограф и кавказовед археографической комиссии Вейденбаум писал: в старинных русских дипломатических актах, относящихся к 16-17 столетиям, упоминается в горах по тереку народ Мичкизы. Впоследствии, когда русские войска побывали за тереком, появились названия чеченцев и кистов. Наконец, при более близком знакомстве с горцами во восточной половине северного склона Кавказского хребта мы узнали о существовании галгаев, глигвов, ингушей, карабулаков, назрановцев, ичкиринцев, ауховцев и много других народов. После лингвистических исследований оказалось, что все они составляют одно племя или народ, который сам себя называет нахчи. У нас же известен теперь под именем чеченцев. Все же приведенные выше названия означают или родовые подразделения этого народа, или заимствованы нами от названий селений, назрановцы и чеченцы, и местности, ауховцы и ичкиринцы, или же, наконец, взяты у соседних народов. В самом конце XIX века немецкий филолог на русской службе Ган также отмечал, что все чеченские и ингушские общества идентифицируют себя как нахчи. Он писал: в Чечне живут чеченцы, число которых по переписи 1897 года простирается до 283 421 лиц обоего пола. Имя свое получили они от разрушенного большого аула Чечен, расположенного в нижнем течении Аргуна. Русские делили их на 20 различных племен, как-то назрановцев кистин, галгаев, царинов, шатойцев, шаройцев, чеберлойцев, ичкиринцев, качкаликов и так далее. Народ сам не знает этих названий. Они сами называют себя нахчи, то есть народ. Чтобы не перегружать эту работу цитатами, ограничимся приведенными выше свидетельствами, показывающими, что для чеченцев и ингушей в XIX веке общим самоназванием являлось имя Нахчи. Отметим только, что количество подобных свидетельств легко может быть увеличено на порядок. Обобщающий инклюзивный характер этнонима Нахче, Нохче, выявляется следующей его особенностью. Легко убедиться, что все без исключения чеченские и ингушские этноплеменные названия, известные на сегодняшний день, служат обозначениями отдельных типов и территориальных обществ. Даже термин «галгай», являющийся сегодня автоэтнонимом ингушей, представляет собой название одного из обществ Горной Ингушетии. В ряду других подобных обществ – Цори, Пящ, Фяпи, Хамхи и так далее. Однако, что касается названия Нахче-Нохче, то этим именем не обозначен ни один отдельный тейп, ни одно отдельное общество, тукум. И оно применяется только и исключительно как обобщающее название для всех этнических и субэтнических групп, сознающих себя чеченцами. В этом историческая и этнографическая уникальность названия Нахче-Нохче.
В последнее время в отдельных работах предпринимается попытка поколебать этот факт утверждениями, будто самоназвание чеченцев Нахче является производным от обозначения региона Ичкерии. На чеченском языке Нахчмак, буквально территория, земля Нахче. Однако ясно, что для наречия местности землей обитания той или иной этнической общности должна наличествовать эта общность. Иными словами, чтобы назвать какой-то регион землей Нахче, должен быть в наличии народ Нахче. Поэтому нет сомнения в том, что регион Нахчемак назван так по наименованию уже существующего народа Нахче, но никак иначе. К этим соображениям можно добавить и то, что этноним Нахче упоминается в письменных документах, относящихся к глубокой древности, тогда как название Нахчемак по доступным нам письменным источникам впервые упоминается в форме Нахчемак в рапорте генерала Фезе генерал-лейтенанту Вильяминову, датированном 15 марта 1837 года. В этом своем рапорте генерал Фезе докладывает: по занятии Мискита начал я тотчас по возможности приготовляться к дальнейшему походу вверх по ущелью реки Аксая к ичкеринцам в Нахчемак. Конечно, название Нахчемак появилось задолго до составления указанного рапорта, еще в эпоху возвращения чеченцами равнинных земель, 16-18 века. Однако первую письменную фиксацию этого названия нам удалось обнаружить лишь в процитированном документе. Но вернемся к свидетельствам российских авторов XIX столетия. Как мы видим, в этом столетии, когда появились первые труды по истории и этнографии Кавказа, обнаруживается лишь одно общее для чеченцев и ингушей самоназвание Нахче. Появляется вопрос: откуда же взялся этноним Нах? Ответ прост. Это нарицательный термин в качестве этнического имени введен в научную литературу искусственно. То, что этот этноним является научным новообразованием, давно отмечено кавказоведами. Сделал это нововведение в 1929 году ученый-лингвист Яковлев. Дадим высказаться ему самому. Чеченец и ингуш, разговаривая каждый на своем материнском наречии, без всяких затруднений понимают друг друга. Такую близость мы видим и в других проявлениях национальной культуры чеченцев и ингушей. Но здесь прежде всего мы наталкиваемся на отсутствие одного общего названия для такой близкородственной группы народов и языков, каковыми являются чеченцы и ингуши. Вместе с сохранившимся в Закавказье Цоватуши и выселившимся в Турцию Орштхоями, карабулаками, необходимость единого общего названия, которое подобно термину «адыге», объединяющему всех черкесов, применялось бы ко всей чечено-ингушской группе народов, достаточно назрело как с точки зрения потребностей науки, так и для объединения работы по культурно-национальному их строительству. Один из местно-национальных работников, Заурбек Мальсагов, в письме ко мне предложил назвать чеченцев и ингушей нахской группы, их языки нахскими языками. Название это происходило от слова «нах» – «народ». Приведенная цитата показывает, что Яковлев и его соавтор Заурбек Мальсагов в первой трети 20 века заменили в науке общее для чеченцев и ингушей и карабулакцев самоназвание «нахче» на искусственное наименование «нах». В оправдании этой подмены обычно говорят: да, по предложению Заурбека Мальсагова, Яковлев действительно ввел в научный оборот слово «нах» в качестве общего названия для чеченцев, ингушей и баспийцев. Но ведь это слово взято из живого чеченско-ингушского языка. Никто это не отрицает. Слово «нах» действительно присутствует в чечено-ингушском словаре, но лишь в нарицательном значении «люди», «народ». И, как уже отмечалось выше, ранее 1929 года, это слово в качестве этнонима ни в одном источнике не зафиксировано. Почему-то нарицательный термин «нах», искусственно превращенный в этническое имя,
учеными в первой трети 20 века, никак не может быть обобщающим названием чеченцев, ингушей, бацбийцев. В историческом источнике 7 века в Аршхара-Цуйце, то есть за 13 столетий до своего искусственного внедрения в науку, до инноваций Заурбека Мальсагова и Яковлева, в качестве обобщающего самоназвания для всех чечено-ингушских тейпов и обществ использовался только один термин – нахче. Очень важное дополнение к сказанному мы обнаруживаем в работе известного кавказоведа и этнографа Далгата, который изучал историю и этнографию чеченцев и ингушей в конце 19 столетия, а потом дополнил и уточнил свои наблюдения на полевых материалах, полученных в Горной Ингушетии в первой трети 20 века. Далгат свидетельствует, что в 20-х и 30-х годах 20 века, то есть именно в тот период, когда Яковлев и Заурбек Масагов были озабочены поиском общего имени для чеченцев и ингушей, такое имя уже существовало и успешно функционировало среди обоих народов. Осталось только вести его научный оборот. Вот что по этому поводу писал ученый. Теперь, то есть в конце 20-х, начале 30-х годов 20 века, теперь и кабардинцы Шашан, и осетины Цацан, и русские, и сами чеченцы в сношениях с другими народами употребляют название чеченцев. Но сам народ именует себя с переселения на плоскость Нахчой. Это название очень часто применяют к себе и сами ингуши и охотно может быть употребляемо как общее племенное название этого народа, наряду со словом чечены. И далее. Было бы поэтому наиболее правильным, оставив название чеченцев и ингушей, для отдельных частей этого племени назвать всех их нахчойцами. Читая эти выдержки из работы Далгата, трудно отделаться от мысли, что отказ от издавна существующего общего самоназвания чеченцев и ингушей Нахчуа, Нахче, Нохчи, Нахчуайцы по Далгату, и принятие вместо него искусственных этнонимов Нах и Вайнах было вызвано не научными, а сугубо политическими соображениями. Возможно, не случайно также и то, что Заурбек Мальсагов, который распоряжался изданием книги Далгата, отданной им в печать в 1930 году, сделал в ней целый ряд сокращений, сославшись на нехватку бумаги. Мальсагов без согласия автора изъял из его книги некоторые теоретические рассуждения, в том числе и все предисловие, в котором Далгат как раз и отмечал факт, что ингуши наряду с чеченцами называют себя Нахче, и предлагал по этой причине принять это название в форме Нахчу, как общее название обоих родственных народов. Об этом в вводной части к новому, полному изданию книги Далгата пишет его дочь. Вновь возвращаясь к предложенному Яковлем и Мальсаговым названию, следует отметить, что слово «нах» – «люди» не годится на роль этнонима, даже в искусственном научном применении, поскольку в отличие от этнонима «нахче-нохчи», он не имеет формы единственного числа и, следовательно, не может обозначить индивидуального представителя чеченцев, ингушей и бацбийцев. На это немаловажное обстоятельство в одной из своих работ обратил внимание историк Булатбиев. Приводя сравнительный анализ списков Ашхара-Цуйца, известный абхазский ученый Гумба выявил, что в некоторых из них этноним Нахчематян передан в форме Нахчематян, Нахаматян, то есть без компонента Ча-Чи. Опираясь на это обстоятельство, Гумба пришел к выводу о необходимости нового осмысления этой информации, сделав заключение, что термин Нахаматян следует переводить не как «страна Нахчоев», а как «страна Нахов». На первый взгляд может показаться, что данное утверждение не меняет суть вопроса. Однако дело в том, что основа «нах» является только лишь формой множественного числа значения «люди» и никак не может быть именем народа, поскольку не имеет формы единственного числа. То есть в самостоятельном значении «нах» не может быть этнонимом, так как в мировой этнонимии не зафиксировано
ни единого этнонима, не имеющего формы единственного числа. Иными словами, при обозначении автоэтнонима самоназвания народа или этнонима для основы «нах» непременно требуется добавление суффикса «лица». И этим суффиксом, как известно, является суффикс «ча-чи» в значении «человек». Действительно, слово «нах» – «люди» не является и не может являться этнонимом, потому что, как верно отмечает Балатбиев, не бывает этнонимов, не имеющих наряду с формой множественного числа также и формы единственного числа. Эта проблема усугубляется еще одним обстоятельством. Не имея формы единственного числа, слово «нах» не различает два грамматических рода, мужской и женский. Что опять же показывает, что неприменимость в роли этнонима, его неприменимость в роли этнонима. В чеченском и ингушском языках слово «нах» означает «люди», но слово «человек» звучит совершенно по-другому – «стаг». Чтобы слово «нах» превратилось в этноним, к нему необходимо добавить суффикс лица «чи-че», который в некоторых северокавказских языках все еще сохраняется в качестве самостоятельного термина в значении «человек». Видный лингвист, специалист по кавказским языкам Адольф Дир так писал об этом термине. Сами себя чеченцы называют «нахчуа», множественное число «нахчуай», «нахчи». Я считаю это сложным словом, состоящим из «нах» – народ и «чуа», что встречается и в дагестанских языках. В аварском существует самостоятельное слово «чи» – «человек», тоже входящее в состав многих слов. Таким образом, Дир считал чеченское самоназвание состоящим из основы «нах» и компонента «чуа» – «чи-чи», который, по его мнению, означает в чеченском, как и в аварском, «человек». Это мнение нашло поддержку также и у академика Марра. Вследствие изложенного выше фактов и соображений мы не можем принять версию Гумбы относительно того, что название Нахчематьянг следует читать как Нахаматьянг. И не можем согласиться с ним в том, что термин «нах» в этом названии является обобщающим самоназванием для далеких предков чеченцев, ингушей и бацпийцев. Снова напомним, что термин «нах», введенный в научный обиход в качестве инклюзивного этнонима для трех родственных народов, лишь первые трети 20 века никак не мог присутствовать в этом качестве в древних текстах. Поэтому не приходится сомневаться в том, что аутентичными являются именно те списки Ашхарацуайца, а их всего около 60, в которых присутствует название Нахчематьян, поскольку этноним Нахче зафиксирован как общее самоназвание чеченцев и родственных им обществ еще в середине и в конце 19 века. И просуществовал в этом качестве вплоть до 20-х и 30-х годов 20 века, пока Яковлев и Заурбек Мальсагов не заменили его на неологизм «нах». Конечно, такая подмена закрепилась не сразу. Ингуши, скорее всего, еще какой-то период времени продолжали называть себя «нахчи». Но узнать об этом без специальных археографических и библиотечных исследований невозможно, поскольку вся литература, в том числе и научная, а также периодика на чеченском и ингушском языках с 1923 по 1938 года напечатаны с использованием арабской и латинской графики. И эти материалы изъяты из общедоступного обращения. Этноним Нахчи, конечно же, появился не в 19 веке, а гораздо раньше, потому что это название обнаруживается в грузинских письменных источниках начала XIV века. Речь идет о переписке к старинному грузинскому Евангелию, которая гласит: «Когда блаженный патриарх наш Ефимий, обозревая свою пасту, видел в храме в Антцухе, Царухе, церковь народа Хунзи, народа Нохчи, Тушети, то этот блаженный Ефимий приказал мне, архиепископу Курмуха и пастырю всех горных земель, Кириллу Данаури, распорядиться перепиской Евангелий и разослать для каждой церкви
Хроникон 530 месяца мая 14 числа в год от сотворения мира 5914. Впервые эта переписка к Евангелию была опубликована еще в конце 19 века грузинским историком и филологом Джанашвили. Затем, через 33 года после Джанашвили, этот документ издавался профессором Генко. Как отмечают специалисты по древним летоисчислениям, согласно грузинской хронологии от сотворения мира до начала новой эры, прошло 5604 года. Следовательно, дата, обозначенная в переписке к Евангелию, 6914 год, по новой эре означает 1310 год. Таким образом, мы находим точную дату фиксации грузинских источников этнонима Нахчи, 14 мая 1310 год. Конечно, как верно отмечает Волкова, возникновение этого общечеченского самоназвания нужно отнести ко временам более ранним, чем начало XIV века. Помимо упоминания этнонима Нахчи, свидетельство архиепископа Кирилла Данаури открывает нам еще целый ряд дополнительных сведений. Так мы видим, что рядом с названием народа Нахчи нет отдельных упоминаний о каком-либо ином чечено-ингушском территориальном обществе или тейпе. Между тем, древние церкви, построенные задолго до 1310 года, существовали не только в Чечне, но и в Ингушетии. И если бы в грузинской традиции ингуши рассматривались бы как отдельный от Нахче народ, то архиепископ Кирилл Данаури, конечно же, упомянул бы их под каким-нибудь иным названием. К тому же церкви и их руины сегодня встречаются исключительно в Ингушетии, включая и главный христианский храм Абаерт. А на территории Чечни их бытованию устанавливается лишь тщательным анализом отдельных топонимов. И мы видим, что грузинский источник 1310 года включает в категорию народ Нахчи все чеченско-ингушские субэтнические подразделения. Все чечено-ингушские субэтнические подразделения, не выделяя ни один из них, в том числе и ингушей, Алгай, отдельным упоминанием. Нужно отметить еще одно обстоятельство. Мы видим, что грузинский источник начала XIV века народом Нохчи называет в первую очередь жителей чечено-ингушских гор, поскольку все церкви, их руины и топонимические свидетельства об их бытовании зафиксированы исключительно в горах. Более того, архиепископ Кирилл Данаури, который критикует в числе других и церковь народа Нохчи, прямо называет себя пастырем всех горных земель. Все это показывает полную безосновательность утверждений некоторых современных историков, что название Нахчи обозначали себя только равнинные чеченцы, а чеченцы-горцы якобы не знали этого обучающего названия. Разбираемый нами грузинский исторический источник опровергает эти антинаучные спекулятивные домыслы, показывая, что не только в новую новейшую историю, но и в эпоху Средневековья все горцы Чечни и Ингушетии носили общее название Нохчи-Нахчи. Таким образом, у нас имеются факты, показывающие, во-первых, что этноним Нахчи существовал, по крайней мере, с начала XIV века. На самом деле, конечно, гораздо раньше. И во-вторых, этот этноним уже в те времена являлся обозначением не отдельного типа общества или какого-нибудь иного субэтноса, а народа, народ Нохчи. Иными словами, уже в те далекие времена этноним Нахчи был обобщающим, что совершенно однозначно свидетельствует в пользу того, что и в Ашхарацуэте мы должны искать не искусственный этноним Нах, придуманный для научного употребления в первой трети 20-го столетия, а единственный исторический этноним Нахчи, фиксируемый в качестве имени народа в древнем грузинском письменном источнике начала XIV века. Возвращаясь к названию Нахчиматьянка, отметим, что и академик
Джавахишвили также, безусловно, признавал этническую основу этого названия и солидаризировался с мнением Патканова о том, что оно состоит из трех частей – Нахча, Мат и Янг, в которых Нахче – это самоназвание чеченцев, Мат – страна, место, и Янг – специфический армянский суффикс. Укажем, что и академик Мар также считал, что название Нахче-Мат-Янг образовалось на основе самоназвания чеченцев Нахче. Правда, Мар полагал, что второй компонент этого названия, мат, является чеченским термином мат-язык. По библейской традиции, в которой термин «язык» равнозначно термину «народ». Исследователи, к сожалению, до сих пор воспроизводят в своих трудах это неверное толкование, игнорируя тот факт, что в чеченском языке слово «мат» означает «место», и в Чечне обнаруживается множество топонимов, в которых присутствует это слово в отмеченном значении. Теперь настала пора перейти к следующему вопросу. Действительно ли именно в армянской географии VII века мы сталкиваемся с первым, самым древним упоминанием народа Нахче? У нас имеются веские основания считать, что более древнее в сравнении с армянской географией VII века упоминание этнонима Нахче обнаруживается в названии Нахчеван. Встречаются также и такие формы написания этого топонима Нахичеван, Нахчеван, Нахичевань и так далее. В исторических источниках мы находим несколько населенных пунктов с этим названием. Нахчеван на западном берегу озера Урмия, исторической области Норшикаран. Существует и поныне в Иране под названием Нахичеван-Тепе. Древний Нахчеван – столица исторической области Сисакан, Сюник, современный Нахчевань в Азербайджане. Старинная кахетская крепость Нахчеван, описываемая в частности в летописи Картли. Отметим, что кахетскую крепость Нахчеван, как уже не существующую в его время, первая половина XVIII века, упоминает в географии Грузии и в Вахушти-Багратионе. Комментатор текста Вахушти Джанашвили связывает название этой кахетской крепости с самоназванием чеченцев Нахче. Все эти три древних Нахчевана можно обнаружить также на картах Армении и сопредельных стран. Самые ранние из них отражают этнополитическую ситуацию VI века. Составленный академиком Еремяном для истории Армении, древнеармянского писателя Иованеса Драсханакерци. Четвертый населенный пункт с таким названием и по сей день находится в Кагизманском районе провинции Карлс, Турции. Именно этой четверти Нахчеван отмечен в чеченском тептере XIX века, опубликованном Семеновым 1895 года. Сведения о турецком Нахчеване можно найти также у Патканова и у кавказоведа Камилы Тревер. Коротко коснемся смысла и значения топонима Нахчеван в Кахетии. Многие ученые уже давно отмечают яркий, некартвельский характер старой топонимики Кахетии. Известно также, что и в самих грузинских исторических источниках жители Кахеты в этническом отношении отделяются от, собственно, грузин-картвельцев. Так, в одной из своих грамот грузинский царь Александр I Великий называет себя властителем абхазцев, грузин, карабахцев и кахетинцев. Через 3 столетия в первой половине 17-18 века в Вахушти Багратионе констатирует, что кахетинцы уже ассимилировались с грузинами,
одеты по-грузински, язык и вера у них грузинские, и сами составляют паству грузинского католикоса. Паству. Однако тот же Вахушти далее отмечает, что кахетинцы сохраняют память о своем былом этническом родстве с чеченцами и ингушами. Кахетинцы считают своими дзюрдзуков, глигов и кистин. А они не ведают об этом с того времени, как отпали. Подытожить эти сведения можно мнением, высказанным грузинским историком и лингвистом Утургаидзе, о том, что диалекты грузинского языка Восточной Грузии, то есть кахети, сложились на нахском, чечено-ингушско-баспийском субстрате. Поэтому наличие в средневековой кахети крепости Нахчеван с этнической основой Нахче представляется вполне закономерным. Следует подчеркнуть, что название Нахчеван по своей структуре и семантике топоним того же типа, что и Нахчамат плюс Иянг. Если присутствие этнонима Нахчи в топонимике Нахчимат и Янг не вызывает у нас сомнений, то сомнений не должно быть и относительно присутствия этнонима Нахчи в топониме Нахчеван. Тем более, что по звучанию и оформлению названия Нахчеван, судя по множеству данных, также составляла на этнической основе. В этой связи можно сослаться на известного востоковеда Минорского, который, разбирая название Ширван, писал: конечный элемент ван, очевидно, иранского происхождения, означает место. В особенности это подтверждается наличием на Ширванской реке Ахсу двух деревень – Гюрдживан и Курдиван, несомненно указывающих на существование здесь старых поселений грузин и курдов, из которых впоследствии могли быть остатком от времени ганджинских шаддадидов. Здесь уместно также напомнить название города Нахичевань. Как мы видим, Минорский включает Нахчевань в один блок с населенными пунктами, чьи названия возникли на этнической основе. Иначе говоря, он считал, что слово «нахчи» в названии Нахчевань такое же этническое имя, как гурджи и курды, давшие свои названия населенным пунктам Гурдживан и Курдиван. К этим этническим топонимам с окончанием «ван» следует добавить еще одну аналогию, которую мы обнаруживаем у академика Джавахишвили. Отмечает широкое распространение чеченского общества Шарой в Древнем Закавказье. Джавахишвили писал: следы пребывания племен Шаро прочно запечатлены и в исторической топонимике Закавказья. Так, например, древнее название Ширвана, как известно, было Шарван, и владетели этой области носили имя Шарван-Шахов. Имя же Шарван состоит из Шар и Ван, из которых последнее означает обиталище, дом, место пребывания. Слово, имеющееся и в древнегрузинском, точно в таком же значении. Таким образом, Шарван – не что иное, как обиталище шарров. Обиталище шарров. Добавим, что у Минорского обнаруживается информация о том, что город Ширван до XVI века носил название Шарван. Таким образом, выявляется еще один топоним – Шарван, оформленный по тому же типу, что и Гурдживан, Курдиван, Нахчеван, то есть на этнической племя Шарой основе и добавлением слова «ван» в значении место, обиталище, дом, место пребывания. Джавахишвили связывал с племенным названием Шаро, множественное число Шарвай, не только название города Ширван, но и этноним Сармат, опираясь на античные и древние грузинские источники. Он пришел к заключению, что название Сармат должно было на Кавказе звучать как Шармат, и связывал его с тем же чеченским обществом Шарой, с добавлением термина «мат» – страна, земля, место.
Интересно, что на территории азиатской Сарматии в Ашхара-Цуэте упоминается провинция область Шарван с огласовкой, по всей видимости, Шарван. И это еще раз доказывает, что к древним кавказским и предазиатским названиям, составленным на этнической основе, могли добавляться как термин «мат» – страна, место, земля, так и термин «ван» – место, земля, населенный пункт. Как видно из этих значений, в каких-то своих применениях эти термины «мат» и «ван» зачастую полностью синонимичны. Доктор географических наук профессор Поспелов также был склонен видеть в названии Нахчеван этническую основу. Он писал: Нахичеван, столица Нахичеванской автономной республики, Азербайджан. Город возник в VI веке до нашей эры. Исторических источниках впервые упоминается в IV веке нашей эры. Наиболее ранняя письменная форма Нахчеван, где Нахча – древнеармянское родоплеменное название, а элемент «ван», варианты «вани» и «вана» в древности очень продуктивный в топонимии Закавказья и Малой Азии. Употреблялся со значениями место, дом, земля, страна, а также в роли суффикса принадлежности. Таким образом, с учетом древности топонима, можно считать, что первичным было название местности Нахчеван, земля рода Нахча, а по ней затем получил название возникший на этой земле город. Здесь мы опять видим, что термины «мат» и «ван» часто дублируют друг друга в топонимах. И название Нахчеван, как и Нахчематьянг, Нахчемат, в исконном своем значении означало страну, землю Нахче, и лишь с течением времени сузилось до обозначения конкретного населенного пункта города. Отметим мимоходом, что компонент «ван» в этих этнических названиях имеет, судя по всему, не иранское, как полагал Миронский, а урартийское происхождение. Так академик Капанцян, возражая тем, кто выводил термин «аван» в значении «село», «городок» из персидского, категорически отмечал, что оно является природным доармянским, точнее халтским, то есть урартским словом, которое получилось из урартского «эбани» – страна, с закономерным фонетическим переходом халтского «б» в армянское «в». Как, к примеру, урартское «бияна» стало армянским названием города Ван. Здесь нужно обратить внимание также и на то, что исходная урартская форма «эбани» – страна трансформировалась в армянском значении «село», «городок», что снова свидетельствует о некой семантической неустойчивости термина «ван», который может выступать как в значении страны, земли, местности, провинции, так и обозначать отдельный населенный пункт. В Закавказье и Передней Азии обнаруживается немало племен и народов, чьи названия, как в случае с Нахчематьянком и Нахчеваном, одновременно присутствуют и в обозначениях как страны, так и города. Такое сочетание, к примеру, мы находим в названии города Ереван, основанное еще урартийским под именем Еребуни. Исследования Меликишвили показывают, что город этот был построен в стране Эриахе, то есть в стране народа эров. Продолжая такие сопоставления, мы сталкиваемся с любопытным обстоятельством. Анания Ширакати, которому приписывается авторство Ашхара Цуйца, был выходцем из области Ширак и одновременно с этим уроженцем города Ширакаван, отсюда и его прозвище Ширакати, или реже Ширакаванци. Следует добавить, что область Ширак в Армении, Кавказской Албании и Передней Азии были известны 3 области с таким названием. Получила свое наименование от сираков, одного из сарматских племен. И здесь
мы опять видим сочетание, как в случае с Нахчиматян и Нахчеван, страны, места обитания, Сираков, Ширакан, и города Сираков, Ширакаван. Напомним также и выявление Минорским и Джавахешвили, сочетание Гурдживан наряду с Гурджистан, Курдиван наряду с Курдистан и Ширван наряду с Сармат, которые упоминались выше. Все эти примеры и сочетания убеждают нас в том, что присутствие одних и тех же этнонимов, как в названии страны Нахчимат, так и в названии населенного пункта Нахчеван, является для Древнего Кавказа и Передней Азии некой топонимической закономерностью. Указание на то, что в основе названия Нахчеван лежит этническое имя Нахче, ставит перед нами новый вопрос. Насколько глубоко во времени уходит это название? Понятно, что определив древность топонима Нахчеван, мы тем самым определим и древность лежащего в его основе самоназвания чеченцев Нахче. Мы уже видели выше, что Поспелов датирует возникновение города Нахчеван 6 века до нашей эры. То есть этноним Нахче существовал более чем за 1000 лет до написания армянской географии, в которой он якобы впервые зафиксирован. Историк Бабахян, безусловно, признавая, что в основе названия Нахчеван лежит этническое имя Нахче, писал: некоторые средневековые историки Ближнего Востока относят основание Нахчевана к 1539 году до нашей эры. Древнегреческие и древнеримские историки называли его Наксуана. В нем печаталась монета с надписью «Нахч». Отметим, что аналогичная информация содержится также и в энциклопедическом словаре Броктауза и Ефрона, в котором приводятся сведения о том, что некоторые персидские и армянские историки относят основание его, то есть города Нахичеван, к 1539 году до рождения Христа. Это датировка основания города Нахчеван. Его автором, судя по всему, является средневековый армянский историк Стефан Арбельяни. Кажется очень древний и удивляет своей точностью. Однако это далеко не самая древняя датировка, поскольку армянские предания относят к возникновению этого города к моменту завершения потопа и называют основателем Нахчевана самого пророка Ноя. Соответствующая легенда повествует, что после потопа, покинув ковчег, Ной со своей семьей остановился здесь, положив начало основанию города. Поэтому город и носит название Нахчеван. Глубокая древность этой армянской легенды доказывает тем, что она, как и армянская расшифровка названия Нахчеван, воспроизводится в иудейских древностях древнееврейского автора Иосифа Флавия, жившего, как известно, в первом веке нашей эры. Примечательно, что в следующем же сообщении Иосиф Флавий со ссылкой на греко-сирийского историка Николая Дамасского связывает потоп с регионом, примыкающим к другому преднеазиатскому городу Нахчеван, располагавшемуся на западном берегу Урмия, озера. Он писал: в высшей области Миниады находится в Армении высокая гора по имени Барис, на которой по преданию искало убежище и нашло спасение множество людей во время потопа. Сообщается также, что некто в ковчеге остановился на ее вершине, и что в продолжении долгого времени сохранялись останки этого судна. Отметим, что Миниада – это Манейское царство, населенное хурритами, матиянами, жившими в том числе и вокруг озера Урмии, на западном берегу которого, как уже отмечалось, находился древний город Нахчеван. Этот Нахчеван располагался в области Норширакан, то есть в Новом Ширакане, которое, судя по названию, имело какое-то отношение и упомянутым высшим Сиракам, составной части северокавказских сарматов. Интересно здесь и обозначение Ноевой горы, Борис, которое напоминает чеченское слово «барс», холм, возвышенность, вершина.
Археологические находки, датируемые вторым-первым тысячелетием до нашей эры, демонстрируют однотипность культуры Нахчеванского региона Азербайджана и приурмийских районов древней Маны, Матиены, где, как уже отмечалось выше, располагался еще один древний город с названием Нахчеван. Оба эти города в древности входили в Матиену, то есть располагались на территории расселения хурритов. Это подтверждает и востоковед Кашкай, который объясняет сходство изученной им археологических культур Нахчеванского округа и окрестностей озера Урмия этнической общностью древнего населения этих двух регионов. Вероятно, этим обстоятельством и обусловлено совпадение названия двух древних городов Нахчевана в нынешнем Азербайджане и Нахчевана на озере Урмия, современный Иран. Заслуживает внимания, что не только армяне, но и сами чеченцы традиционно связывали название Нахчи непосредственно с именем Ноя. То есть считали его очень древним, уходящим в доисторические времена. Свидетельство об этом оставил историк Савельев, который более 100 лет назад писал: сами чеченцы свою народность называют Нахчи или Нахчуа, что значит люди из страны Нах или Нуах, то есть Ноевые, так как по народным сказаниям они пришли около IV века по рождению Христа в настоящее свое место жительства через Абхазию и из местности Нахчеван с подножий Арарата. Кстати, форма написания названия Нахчевана в виде Нахчеван, по мнению выдающегося армянского филолога и знатока древнеармянской литературы академика Малхасянца, также связана с преданием о высадке в этой местности Ноя. Ученый пишет, слово Нахчеван по составу означает местность Нахча, как Ерван-Даван, Вагаршаван и прочее. Но в XVIII веке армянские грамотеи его истолковали иначе. Нахичеван, первая стоянка, в связи с преданием, будто Ной, сойдя с горы, тут, на месте этого города, построил свою первую стоянку. На основе этой наивной этимологизации с тех пор название этого города стали писать Нахичеван. Таким образом, армянские ученые поясняют, что древнейшей изначально формой названия этого города являлась Нахчеван, местность Нахча. Что касается формы Нахчеван, то она появилась лишь в XVIII веке с легкой руки образованных армянских грамотеев, в кавычках, которые желали объяснить название этого города с помощью армянского языка. Примечательно, что между азербайджанскими и армянскими историками и политическими деятелями до сих пор идет острая полемика по поводу того, как правильно называть обсуждаемый нами город – Нахчеван или Нахичеван. При этом азербайджанская сторона пытается вернуть городу его древнее название Нахчеван, а армянская сторона настаивает, что город должен носить название Нахичевань. Эти споры даже вызвали скандал на осеннем заседании ПАСЕ в 2007 году, когда участница азербайджанской делегации Гюльтеки Гаджиева в своем докладе употребила форму названия Нахчеван вместо Нахичеван, вызвав горячие протесты со стороны армянской делегации, руководитель которой Давид Арутюнян обвинил азербайджанку в том, что она делает попытки слово Нахичеван переименовать в Нахчеван, чтобы не оставить ни следа об армянское происхождении этого слова. Кроме самих чеченцев, о их истории спорят как волки, там, разделяют, там, грызут на куски ягненка, так и историю, культуру раздербанивают все, кроме самих чеченцев. Пока чеченцы произошли от семитского сказочного персонажа Ноя. Это чуть-чуть от редакции, комментарий.
Продолжим. Армянская сторона, выдвигая это обвинение, проигнорировала не только мнение своего соотечественника, академика Малхасяна, но и другие серьезные исторические исследования. Например, изданную под эгидой ЮНЕСКО фундаментальную историю человечества, которая совершенно недвусмысленно отмечена, что в древности и средневековье этот город назывался Нахчеван. А название Нахичевань заведомо вторичное, позднее. Возвращаясь к легендам и преданиям, связывающим название Нахчи с именем Ноя, Господи Боже мой, нужно отметить, что эта связь могла зародиться гораздо раньше появления и распространения библейских книг. Дело в том, что из древнейских преднеазиатских текстов мы узнаем, что на Среднем Ефрате еще старовавилонскую эпоху, 3 тысячелетие до нашей эры, почитался обожествленный персонаж по имени Нахум, в котором Дьяконов видел сакрального двойника библейского Ноя. Следовательно, этноним Нахчи, присутствующий в названии Нахичеван, мог ассоциироваться с Ноем, Ноахом, Нахумом. Глубокую древность, еще в добиблейские времена. Спасибо. Все-таки баланс между реальностью и мифами присутствует у Бакаева, в отличие от всех остальных, что, конечно же, радует. Связь этнонима Нахче с названием Нахчеван письменно закреплена также и в старинных этногенетических преданиях самих чеченцев. В тептерах, один из которых был опубликован Семеновым в конце XIX века. Этот тептер озаглавлен весьма красноречиво. Летопись выхода предков племени Нахчу из селения Нахичевань. Он составлен или переписан с более древнего оригинала в 1829 году. И таким образом на предания чеченцев об их связи с названием Нахчеван, зафиксированные в этом тептере, не могли повлиять более поздние научные предположения на этот счет. О чрезвычайной древности источников, которые легли в основу опубликованного Семеновым тептера, ярко свидетельствует упоминание в нем страны, местности Халиб. На это обстоятельство в свое время обратил внимание исследователь Гольдштейн, который отмечал: у чеченцев есть легенда о миграции какой-то части их предков из Закавказья вдоль Черноморского побережья. В книге Семенова приводится перевод введенной им рукописи на арабском языке, в которой рассказывается об этом переселении. Детальное повествование с обозначением попутно географических названий заставляет верить в аутентичность этого предания. Между прочим, в этой легенде упоминается местность Халиб. Теперь такого названия нет, но в древности у юго-восточного побережья Черного моря жил народ Халибы. Чеченские муллы не могли знать этого. Если бы это они сочинили легенду о переселении, Исходным пунктом миграции, согласно этому преданию, называется Нахчеван, то есть страна Нахчи, так называют себя чеченцы. На юге Закавказья есть город и селение с таким названием. К урартийской, аларадийской эпохе относил название Нахчеван также и немецкий востоковед Йозеф Карст, который, как и многие другие ученые, напрямую связывал этот топоним с самоназванием чеченцев Нахчи. Он писал: чеченский, перепрыгнувший северный отпрыск праязыка, который некогда занимал гораздо более южную территорию, а именно в доармянской, аларадийской Передней Азии. Следы пребывания Нахчи в стране Арарата, то есть в Урарту, обнаруживаются в топонимике как Нахчеван, Нахчуан, Нахчеван. Только этим объясняется уклоняющийся от нормальной кавказской звуковой системы сильно аларадийско-армяноидный характер чеченского языка. Город Нахчеван упоминается также у армянского историка Фаустаса
Бузанда, жившего в IV веке, то есть за несколько столетий до написания армянской географии. В том же столетии, судя по древним армянским разрядным книгам времен царя Аршака II, зафиксировано существование в Закавказье княжества Нахарарства Нахчери, которое грузинский историк и публицист Туманов напрямую связывал с самоназванием чеченцев Нахчи. Он писал: в самом древнем Гахнамаке, армянской разрядной книги древних Нахарарств, упоминается о неизвестно где находящемся Нахарарстве Нахчери. Известна еще одна форма этого названия Нахчирапетк, которую встречаем в том же Гахнамаке, который приписывается царю Аршаку и католикосу Нерсесу. Нахчирапетк означает «князья Нахчери». В последующих разрядных книгах, которые относятся к более позднему времени, после VIII века, уже не имеется подробного нахарарства. Исследования азербайджанского ученого Иси Габибейли выявили, что в парфянских письменных источниках название Нахчеван сочеталось с названием Нахчир, что следует признать весьма близким к звучанию названия княжества Нахчери, и что особенно для нас важно, с этническим именем Нахчи. К сожалению, Габибейли не уточняет, какую эпоху отражают эти источники, собственно, Парфянского царства или сменившего Парфию сасанидского Ирана, в котором, впрочем, парфяне продолжали играть выдающуюся политическую роль. Тем не менее, ясно, что речь идет об эпохе раннего Средневековья, и мы можем считать, что парфянские источники объединяют древнее закавказское княжество Нахчери, как и этнонимом Нахчи, так и с Нахчеваном. Впоследствии этого можно допустить, что парфянские источники локализуют княжество Нахчери в регионе Нахчевана. Добавим, что многие азербайджанские ученые уже напрямую связывают название города Нахчевана с названием племени Нахчи, издревле населявшего эту территорию. Одновременно с этим, увязывая название города, следовательно, этническое имя его древних основателей, с именем Ноя. Для дальнейшего изложения необходимо еще раз напомнить, что термин «ван» в составном названии Нахчеван в своих древнейших исходных значениях обозначал не только населенный пункт, село, город, но такие понятия, как земля, местность, провинция, страна. Иначе говоря, топоним Нахчеван в древности мог означать не только город, поселение Нахчи, но и страну Нахчи. С этой позиции мы должны рассмотреть чрезвычайно важные сведения, которые соответствующими ссылками на научные источники приводит Паткан, отмечая, что топоним Нахчеван, Нахсуана у античных авторов, судя по ассирийским текстам, тождественным другим древним топонимам Низир и Гути. Гора Низир хорошо известна по тексту шумерского эпоса о Гильгамеше. В этой древнейшей эпической поэме Назир – та самая гора, на которой высадился спасшийся от всемирного потопа шумерский Ной. Утнапиштим со своими домочадцами и слугами. Что касается названия Гути, Гутиум, то это, как установил Дьяконов, поэтическое, то есть возвышенное, архаическое название Урарту в древневосточных текстах. В частности, название Гутиум в качестве обозначения Урарту мы встречаем в вавилонской хронике Гедда, описывающей последние годы существования Ванского царства и Ассирии. В Библии с завершением потопа и высадкой Ноя связываются, как известно, горы Араратские, то есть Урартские. И вряд ли случайно, что завершение потопа в эпосе о Гильгамеше также связывается с горой в стране Гути, гора Низир, то есть с горной вершиной в стране Урарту. Иными словами, древние авторы неизменно указывают, что гора, на которую высадились спасшиеся от потопа люди, находилась Урарту, Арарат, Гути. И что особенно для нас знаменательно, все эти названия Арарат, Урарту, Гути, Низир в ассирийских текстах отождествлены с Нахчеваном, Нахсуана, выступающим на этот раз
обозначением уже не города или селения, а обширной страны. То есть названия Урарту, Низир, Гути в ассирийских текстах отождествлены с Нахчеваном, с Навсуаном, выступающим на этот раз обозначением уже не города или селения, а обширной страны. Таким образом, выясняется, что 4 древних города с названием Нахчеван локализованы на исторических территориях Хурита Урарту, Матьяна Урарту. Добавок к этому названия Нахчеван и Урарту оказались параллельными обозначениями одной и той же местности, страны. Эти два обстоятельства нам представляются не только чрезвычайно важным, но и вполне закономерным в свете твердо установленного этнокультурного родства чеченцев Нахче с Хурита-Урартами. Итак, приведенные нами исторические и топонимические свидетельства показывают, что название Нахче с глубокой древности было распространено не только на Северном Кавказе, от верховья Кубани на западе до Андийского хребта на востоке, и в Закавказье, крепость Нахчеван в Кахете и город Нахчеван в Кавказской Албании, нынешнем Азербайджане, но и в различных регионах Передней Азии, Матьена, Урарту. В приведенных нами источниках на этих обширных территориях засвидетельствованы не только топонимы, в которых присутствует название Нахче, но и соответственно носители этого названия, то есть народ Нахче, живший не только анклавами, но и сплошными массивами. Эта древность имени Нахче однозначно доказывает, что в армянской географии VII века Ашхара Цуйце аутентичным может являться только название Нахче-Матьянка. И именно это название нужно выбрать из двух вариантов Нахче-Матьянка и Нахаматьянка, рассматриваемых Гумбой. Помимо этого, мы можем утверждать, что армянская география Ашхара Цуйц является отнюдь не первым и далеко не самым древним историческим источником, в котором обнаруживается самоназвание чеченского народа Нахче.